Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю 16 по 22 марта 2020 года для Девы. Будем делать прогноз на колоде Таро, на метафорической колоде и на цыганской. Сначала Таро. Посмотрим, что ждет в разных сферах. Карты я уже заранее перемешиваю. Здесь я просто обновляю. Так, основные события дамы жезлов. Отношения. Император. Работа. Тройка чаш. И в финансах шестерка мечей. Посмотрим теперь дополнительно карты из цыганской колоды на отношения 3. На работу 3, на финансы 2. Итак, основные события этой недели для Дев проходят под картой Дамы жезлов. Карта говорит о том, что вам, скорее всего, придется отстаивать свои интересы, свою индивидуальность, свои желания. Это карта, когда мы занимаемся каким-то любимым делом и добиваемся в нем результатов. Это карта, когда в отношениях мы стараемся проявлять не только заботу о близком человеке, но у нас есть и чувство страсти, да, когда мы восхищены партнером, когда мы хотим рядом с ним быть. В общем, такие вот могут быть яркие, жгучие такие желания, которые управляют нашим поведением. Ну и, конечно же, ревность. Да? Ну, по даме жезлов как раз вот ревностью здесь можно управлять. То есть можно ей поддаться, а можно контролировать себя. То есть нужно знать, когда и как поступить, вы будете это интуитивно чувствовать. Кроме того, очень хорошие возможности в развитии личности, в развитии дела своего, для повышения по карьерной лестнице хорошие очень возможности. В общем, карта такая довольно-таки яркая, теплая, да, то есть когда мы стараемся себя демонстрировать, когда мы стараемся быть заметными, свои самые лучшие стороны показать. Вот самое главное тут не перестараться, не забывать еще и о близких. Бывает, что мы начинаем сами себя хвалить, сами собой восхищаться, всем рассказывать о том, какие мы замечательные, и людям рядом с нами некомфортно, потому что мы говорим только о себе и забываем о них, да, то есть вот здесь вот такой момент может быть отрицательный. А в общем, карта очень хорошая для достижений, для для исполнения желаний, для достижения успеха. То есть очень хороший тут у нас показатель того, что вы достигаете на этой неделе максимума, скажем так. Для отношений выпадает император, карта старшего аркана. И здесь, конечно же, карта связана с мужчиной, то есть, скорее всего, основные события будут происходить именно у мужчин, либо исходить будет инициатива от мужчин. Кроме того, карта очень хорошая для семьи, для отношений в паре. То есть есть такое вот состояние, что в отношениях все стабильно, порядок, безопасность, все хорошо с финансами, что ваш партнер всегда вас защитит, всегда сможет вас понять и так далее. Но здесь вот карта больше связана все-таки с материальной стороной дела и с тем, как распределяются обязанности, ответственность в вашей паре. Да? То есть здесь вот эти вопросы выходят на первый план. Если говорить о тех людях, которые еще пока без пары, девятка трефовая выпадает здесь. Вот можете встретить человека влиятельного, человека, который может представляться таким, может представляться влиятельным, что у него есть, там, может быть, бизнес свой, свое дело, может быть, у него там много денег, это он так говорит, то есть он здесь может вас просто вводить в заблуждение, пускать пыль в глаза, поэтому нужно быть осторожнее, здесь могут вас обмануть. То есть карта говорит о том, что нужно проверять информацию, которая приходит от новых людей. Кроме того, вот эта карта еще говорит о том, что
вы можете встретить, в принципе, человека, если вот положительный момент взять, человека, который связан с творчеством, с искусством, то есть его работа, его дело как раз вот именно творческое какое-то. В этом отношении тогда нет негативных показателей, то есть если вы встречаете человека именно такого направления, тогда это не обман, тогда это просто вот как бы такое продуктивное общение, скорее всего, на общие темы, которые вас обоих интересуют. Тема искусства, тема творчества и так далее. То есть благодаря этому могут завязаться отношения. Для тех, кто в паре, дополнительной картой выпадает король бубновый. И здесь, конечно же, будет в основном денежный вопрос. Скорее всего, может быть вопросы покупки недвижимости обсуждаться, либо, может быть, частичная, да, какая-то оплата, ну вот как в ипотеке, допустим, да, взнос, а потом вы получаете квартиру в собственность, но какое-то время еще выплачиваете. Кроме того, могут быть какие-то поездки по делам, для зарабатывания денег у партнера, либо у вас. Но в любом случае, как-то вот денежные вопросы, вопросы дома, вопросы обязанностей возникают. Но карта очень хорошая, то есть вы договариваетесь, вы решаете все вопросы, которые, может быть, долгое время не решались. Может быть, приход денег хороший прям. Может быть, поездка, кстати, из дома на короткий срок, может быть, даже за границу, либо просто в другой город. Кроме того, эта карта еще говорит о расширении как-то возможностей ваших, да, вот именно в паре. Может быть, вы действительно приобретаете жилье, и ваша пара становится более стабильной, более защищенной. Может быть, к вам приходят дополнительные какие-то деньги, средства, и вы чувствуете финансовую безопасность. Но в любом случае тут очень хорошие изменения. Если кто-то планирует обучение из партнеров, тоже может быть вопрос решен положительно, хотя, может быть, сначала партнер и не захочет вам этого позволять, да, будет как-то проявлять свою власть, будет ограничивать, но в конце концов вы сможете договориться. Для тех, кто в ссоре, девятка червовая дополнительная выпадает. Но здесь карта говорит о том, что будет возможность каких-то новостей. Да? То есть, во-первых, стоит проявить, наверное, инициативу здесь, потому что вот тот человек, который больше стремится к тому, чтобы отношения восстановить, стабилизировать, тот и должен сделать первый шаг. И здесь, скорее всего, вы что-то новое узнаете либо от своего партнера, либо о партнере. И, скорее всего, это все на благо, к лучшему. То есть здесь по императору здесь, конечно, такая стабильность отношений. То есть пробуйте, можно вполне на этой неделе помириться. Для работы выпадает тройка чаш. Это, конечно, карта не рабочая абсолютно. Это карта, когда мы отдыхаем, когда мы празднуем, когда у нас отпуск. Но может быть, конечно, и здесь просто какое-то либо торжество на работе в коллективе, да, либо может быть здесь просто какой-то проект творческий, в котором вы чувствуете удовлетворение, да, то есть достигаете успеха и вот очень довольны. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто ищет работу. Валет Тарифовый говорит о том, что вот в сочетании с этой картой, говорит о том, что, скорее всего, придет какая-то должность, которую вы совершенно не ждали, и вы будете очень рады. То есть вы, скорее всего, искали совсем другое, а получите возможность проявить себя вот именно как индивидуальность. Да, вот это будет работа, которая вас очень будет радовать и даст возможность вам проявиться. Особенно это хорошо для психологов, да, если у вас вот есть какое-то направление в образовании, связано с психологией, тоже вот замечательная возможность трудоустройства. Ну и, конечно же, все, что связано с творчеством, искусством, кстати, с эзотерикой тоже, психологией, вот здесь вот будет удача большая. Но смотрите, нужно убирать все лишнее, то есть нужно точно решить, что вам подходит, а что нет, чтобы вот вы не чувствовали смятения, чтобы у вас была вот четкая определенность, куда вы идете.
идете, к чему вы идете. Вот, кроме того, вот по этой карте может еще, знаете, что быть? Может быть, вы искали работу, допустим, вот в организации в какой-то, а вам предложат работу на дому, да, или работа, допустим, праздники организовывать на дому или еще что-то. То есть, ну, как бы совершенно поменяется ситуация, да, отметутся все ненужные, все лишние для вас направления, и останется только то, что нужно. Либо карта говорит о том, что пока что не ищите, либо вот вы, допустим, сделали все, что можно, попробуйте немножко как бы передохнуть, да, для того, чтобы восстановить силы, возможности. В общем, эта неделя, она такая довольно-таки сложная в плане поиска работы, потому что будет очень много каких-то неожиданных ситуаций, и вам придется быстро действовать, быстро принимать решения. Поэтому и советует карта, допустим, часть недели вы в такой активной деятельности, а потом отдохните. Даже если вот не увенчалось успехом, да, пока что все равно нужно прийти в себя. И интуиция, смотрите, вот доверяйте своей интуиции обязательно для тех, кто работает. Семерка бубновая в дополнение. Карта говорит о том, что будет очень много хлопот, очень много дел, загруженность большая. Будет работа, скорее всего, с другими людьми влиять на результат того, что вы делаете. Кроме того, здесь могут быть какие-то мастер-классы, может быть, какие-то... В общем, какие-то обучающие мероприятия, вполне возможно, которые вам принесут как бы много приятных таких минут. Может быть, они будут, вот это обучение, оно будет не просто, ну, как информация даваться, да, а это будет как-то оформлено, это будет как-то, ну, как праздник, да, для вас. То есть вполне возможно и такое. Ну и вообще хорошая карта для того, чтобы получать какую-то нужную информацию. Если, допустим, вы используете в своей работе какие-то новые технологии или, может быть, используете какие-то там научные подходы, да, то замечательная возможность вот есть найти то, что вам нужно, то, что поможет в работе. Ну и также, смотрите, может быть очень хорошие отношения в коллективе, да, вот как семья он для вас. Может быть, вас так будут принимать. Ну и насчет праздников, да, то есть праздники какие-то могут быть, корпоративы. Для тех, у кого свое дело, двойка трефовая, плюс тройка чаш. Ну, скорее всего, лучше не заниматься на этой неделе делами, да, как-то приостановить ваше участие в делах и побыть с семьей, с близкими людьми. В общем, нужно отдохнуть, набраться сил, набраться впечатлений, побыть дома. В общем, вам нужны положительные эмоции и восстановление, карта говорит. Кроме того, вот по двойке трефовой здесь может быть ситуация какая? Может быть, у вас есть возможность завести, ну, не завести, а как возможность найти партнера на этой неделе, который будет вам в работе помогать, который разделит с вами ответственность. Это вот как бы с другой стороны, да. И вот здесь нужно быть очень внимательным. Не нужно брать людей из близкого окружения, из семьи. Но вот такой партнер, скорее всего, вам нужен. Вам нужно его поискать. Либо, если у вас уже есть партнер, вы лучше оставьте на него дела на эту неделю и отдохните. То есть это необходимо для вас. Новые впечатления, новые какие-то идеи придут, пока вы будете отдыхать. И опасайтесь, конечно же, ссор и скандалов. Это может касаться и партнеров, и клиентов, и коллектива вашего, да, то есть, может быть, проблемы в семье будут влиять на работу, на рабочий процесс, поэтому вот прежде всего нужно решать вопросы, связанные с семьей, а потом уже как бы концентрировать свое внимание на творчестве, на деятельности. В финансах здесь выпадает шестерка мечей. Карта говорит о том, что в финансах какие-то перемены. Может быть, это будет для тех, кто работает, это от новой должности финансы. Может быть, здесь будет какой-то доход от государства, да, кто-то может получать какие-то пособия или еще что-то такое. Кроме того, по каким-то ценным бумагам возможен доход.
в принципе, как бы хорошая карта. Вообще вот шестерка мечей, она такая неоднозначная. Шестерка мечей – это Меркурий в весах. Весы – это то, что… В общем, это справедливость, это закон, это заключение разных договоров. То есть вот именно отсюда могут приходить деньги. Да? А Меркурий – это как раз у нас коммерсант. Да? Человек, который, ну как бы, чем больше он бегает, тем больше у него денег. Да? То есть нужно как бы прикладывать усилия, нужно изучать нужную информацию, нужно знакомиться с нужными людьми. И вот тогда у вас хороший доход получается. И, конечно же, доход по разным договорам, по разным бумагам и так далее. Для тех, у кого свое дело, здесь у нас восьмерка бубновая в дополнение выпадает. Карта говорит о том, что открывается какое-то новое направление у вас, вернее, у вас появляется возможность открыть какое-то новое направление в финансах. И это будет приносить очень хороший доход. Скорее всего, здесь у нас обстоятельства дает сама судьба, да, то есть это может быть довольно-таки неожиданно, это прям удача на вашу сторону. Но здесь вот либо вы закрываете прошлое направление, открываете новое, либо у вас как бы продолжает действовать старое, но вы ему уже мало времени уделяете, оно как бы там настроено и само собой все происходит, а вы целиком и полностью перенаправляете свое внимание на новое направление. То есть здесь вот замечательная есть возможность как бы вот открытие второго потока, а может быть, кстати, по этой карте еще и несколько дополнительных еще источников дохода. То есть параллельные здесь могут быть источники дохода, но один из них такой может быть значительный. То есть если вы не думали об этом, карты говорят о том, что есть возможность у вас нового дохода. Посмотрите, с какой стороны вы можете его получить. Карта говорит о том, что даже если вы об этом не думали, на этой неделе стоит задуматься, потому что будут возможности, будут приходить нужные люди, там будут предложения. Если вы будете не готовы, вы можете отказаться, можете как бы закрыть для себя этот путь. То есть от вас зависит, открыть или закрыть. Возможности приходят, а вы уже решаете. Но в принципе, ну, как бы по деньгам тут, если даже какие-то вопросы были, допустим, там заблокированные счета или еще что-то такое, есть возможность эти все вопросы решить на этой неделе. С деньгами вот вопросы решаются. Давайте посмотрим советы. Так, совет для дев на эту неделю. Здесь вот выпадает карта, когда человек смотрит в зеркало, а видит совершенно другое отражение. Вроде бы это он, да, но здесь вот у нас девушка смотрит прямо, а ее отражение смотрит в сторону. То есть эта карта говорит о том, что мы чего-то не видим вот в своей жизни, да, то есть нужно либо посоветоваться с другими людьми, спросить вот о чем-то важном для нас, других людей, что они нам скажут, да, может быть, это откроет нам как-то глаза на какую-то проблему. С другой стороны, мы можем обманывать себя, мы можем в какой-то иллюзии находиться. И третье еще, что карты советуют, во всех людях, которые встречаются нам, вот на этой неделе, нужно видеть себя, нужно видеть свое отражение. То есть как человек реагирует на нас, что он делает, как он себя ведет, это мы. То есть нам жизнь показывает как бы в виде другого человека, его поведение показывает нас самих, да, что нам нужно в себе еще там проработать, изменить, улучшить, либо наоборот, если все складывается очень хорошо, если люди встречаются хорошие все к нам с добром, ситуации все тоже поворачиваются лицом, значит, мы абсолютно правильно и трезво видим свою жизнь, свою реальность, и вот можно просто этим воспользоваться для того, чтобы что-то новое начинать, допустим, да, то есть это значит, что мы на правильном пути, то есть вот эта неделя, она дает такие знаки. Если все хорошо, значит, я правильно иду и продолжаем. Если все как-то не так, как мы хотели бы, да, здесь, значит, нужно что-то понять, что-то наладить, прежде чем двигаться дальше. Потому что человек, который не видит правды, человек, который не видит вот реальности, обманывает себя, да, который живет в какой-то своей реальности, которая не соответствует жизни,
тот ошибается, да, тот не может никак прийти к такому результату, который ему нужен. И вот карта говорит о том, что эта неделя, она будет как раз показывать, правильно мы идем или нет. Если ситуация нравится, правильно, если ситуация не нравится, значит неправильно, и нужно менять как раз вот в том направлении, в котором нам не нравится. Это значит наше отражение. Друзья, желаю замечательной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.